Вот по основным моментам мы сейчас и пройдемся. У нас в гостях председатель комитета ветеранов Республики Башкортостан, полковник в отставке Владимир Попов. Владимир Леонидович, доброе утро! Доброе утро. И позвали мы вас в нашу студию для того, чтобы поздравить вас с юбилеем, с вашим 80 лет человеку. Просто... А кто даст? Вот кто даст этому человеку 80 лет? У меня был шок. Вот мне сказали, вам 80 лет, и тут я встречаю вас. Ну, меня обманули. Всех обманывают. Я думаю, сейчас Валдис Пельш выскочит откуда-нибудь и скажет, что это розыгрыш, и все это неправда. Владимир Леонидович, с днем рождения вас, с юбилеем. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые вы слышали вчера. 1 сентября вы отметили юбилей. Вчера у вас, кстати, еще один праздник. Вы правнучку в 1 класс отвели. Точно, да? Вы уже прадед. Прадед. Слушай, Скоро буду дважды уже. Жду еще у внука. Вот буквально в сентябре, я думаю, они успеют как раз 1 числа. Ну, перенесли немножко. Вот на днях будет. Ждем все вместе. Смотрите, у вас супер насыщенная жизнь, у вас биография просто интереснейшая. Парашютный спорт, гребля, мастер спорта по боевому самбо. Жил в Германии, Монголии, служил в Чехословакии, 5 высших образований. Вы столько в себя вместили, и вы продолжаете жить этой самой насыщенной жизнью. Вы возглавляете комитет. Собственно, вы тот самый человек, который не знает, что такое пенсия. Так точно. Некогда отдыхать. Как вы вообще отдыхали? Вот за всю вашу отдых историю. Во время работы, тренировок. Потому что 2 раза в неделю я ухитряюсь ходить в спортзал. До сих пор? До сих пор? Конечно. В четверг волейбол, в субботу баскетбол, плавание. Там та команда, которую я создал в 1987 году, вот она по сей день существует. И они вот сегодня меня вечером ждут, мы встретимся, позанимаемся. Уже 34 года, получается. Так точно. Кто-то ушел, кто-то покинул этот свет. Но в основном команда в течение, вот где-то 15 человек, она вот так. Это возвращаясь к началу нашего разговора. Вот мы вот тут восхищались, как молодо выглядит, да, человек. Вот как эту молодость сохранить? Это вот наверняка один из секретиков, да, ходить в спортзал. Что еще? Там, я не знаю, обливание водой по утрам. Что еще? Многое можно говорить. Наверное, не расслабляться и думать всегда. Вот я своим детям, внукам уже и правнучке, она у меня удивительная, Сонечка, я говорю, что вот надо задумывать. И она вчера преподнесла подарок, большую картину сама нарисовала. Она занимается плаванием, уже занимает первые места, ей 7 лет. То есть вот не расслабляться, видеть цели, к ней стремиться. Те люди, которые теряют вот эту звездочку надежды, они просто-напросто теряют саму жизнь, канву жизненную, потому что без того, что нужно что-то планировать, о чем-то думать и добиваться, сколько я себя помню с рождения, но не было ни одной задачи, которую я бы не решил. Но все ни одной. И настолько это все трудно. Иногда я думал, все не получается. Я все-таки упертый, как бычок, а родился я на реке, вырос там. В Уфе, причем, да? Вы родились да, в Уфе. Вот внизу, где у нас, значит, наш дом республики, там вот гора такая, и вот мы там, команды, занимались греблей, с детства гребли на лодках, значит, запасали дрова. То есть вот с самого рождения по сегодняшний день я не даю себе отдышки, чтобы полежать, там, понежиться. Более 4-5 часов я не сплю. Это меня заставило, наверное, от учебы в вузах, 15 лет заочной учебы. И мне приходилось... Вы до сих пор спите максимум 5 часов? Да, мне хватает 15 минут, чтобы я вот устал вроде, так вот в саду поработать, дача такая шикарная. Мы все ноем. На эфир в 5 утра вставать, начинается, вот бы поспать. Ну и вот дача, например, в 2 словах. От начала до конца мы с сыном строили все полностью. Все элементы дачные. И вот сейчас там навкалось, вроде сил нет. 15 минут, жена говорит, ты что, уже все? Я встал и побежал. И опять все тоже. Но это, наверное, все-таки Всевышнему дано. Вот давайте секреты, советы. Значит, заниматься спортом. Однозначно. Вести образ жизни здоровый. Я впервые попробовал, что такое вино в 32 года. Вы понимаете? Я никогда не курил.
С девушками первый поцелуй у меня был где-то в 21 год, это в щечку, когда я вот в армии уже был. То есть вот не так, как сейчас. Первый же вечер познакомились, поцеловались и все. И это пагубно влияет. Мужчина должен созревать, он должен быть настоящим мужчиной. Вот как «Приваловские миллионы» в книге, там как написано, ему 42 года. И родители говорят: сынок, ты созрел, выбираешь девушку 16-17 лет и создаешь семью. В 42 Мощная можно и семья. перезреть, мне кажется, нет? Нет, нет, мужчина не перезреет. Вот наоборот, эта слабость и как мужчина, и как человек наступает тогда, когда вот начинает рано заниматься вот этими вещами, балуется, но нет цельности, нет такой скрытности. Что такое любовь? Это же нужно спрятаться ото всех, чтобы не увидели. Это самый цветочек, который, если его переборщишь, просто солнечные лучи сожгут эту розу. Поэтому вот это нужно учитывать. Ну и затем, наверное, не расхолаживаться. Надо, я уже говорил, иметь цель, стремиться к этому, добиваться и просто-напросто оставаться настоящим человеком. С большой буквы. Не надо вот нам Коран иногда или Библию мы читаем, запоминаем 10 заповедей. Ты просто не ходи в церковь, но ты будь человеком и выполняй эти пункты. И вопросов никаких. Всевышний, он даст то, что ты просишь, если ты правильно ведешь свою жизнь. Владимир Леонидович, вам не с парашютами нужно было прыгать, а книжки писать в свое время, а? Как говорит. Вы родились в Уфе, ваша история началась здесь. Тем не менее, по миру вы путешествовали. Ого-го, вы много где побывали, много где останавливались, жили долгое время. Да. Но если так вот тезисно, просто быстренько, значит, Челябинское училище танковое, 65-й год Германия, затем Кубань, инженер-саперный батальон. Я говорю, что вот приходилось разминировать наши поля краснодарские с командой. Прослужил там, потом мотострелковый полк Славянск на Кубани, потом Чечня, зам начальника политотдела чеченского, чечено-ингушский тогда был военкомат. Затем Монголия. Вернулся в Уфу. Здесь дочка у меня поступила уже в медицинский институт в то время. И дальше жизнь шла своим чередом. Здесь я был начальником политотдела спецчастей Уфимского гарнизона. Все части Башкирии, их было около 28, замыкались на наш политотдел, на меня в частности. Вот Алкинский КУС, где были и бригады, и полки, и строительство. Строительством занималось этого направления. Но затем 92 год Верховный Совет, затем Госсобрание, и жизнь идет дальше. Но вот сегодня вы возглавляете комитет ветеранов Республики Башкортостан, очень важная, нужная организация. Вот основные моменты, вот что вы делаете? Ну, я быстренько так, времени у нас, к сожалению, не так уж много. Я скажу, что комитет это удивительный. Если кто-то думает, что это есть совет ветеранов, есть комитет, одно другого не перекрывает. Потому что комитет включает всех тех, объединяет, кто носит погоны. Это у нас, по сути, быстренько. Это ветераны вооруженных сил, это ветераны войны, то есть те, которые приравниваются. Это интернационалисты, это дети, значит, семьи погибших, это вдовы. И вот, по сути дела, чернобыльцы, это люди, которые побывали в горячих точках, они все замыкаются на наш комитет. 70 низовых организаций, плюс 59 юридических лиц, это ветеранские организации, такие же мощные, сильные. И вот это все, 53 тысячи, это вот наш комитет. Расположены мы в Доме офицеров. С 2014 года мы вели борьбу за то, чтобы это здание было передано республики, получилось. Затем, чтобы был создан дом ветеранов. Значит, Ради Париж, я благодарю его как никого, потому что с его помощью мы создали такой дом. Мы находимся в Доме офицеров бывшем, вывеску пока не поменяли. Сейчас идет планировка, возможно, будет ремонт, и, наверное, к 2024 году это будет здание, которое будет соответствовать настоящему центру по работе с ветеранами.
Мы просто, у меня нет слов. Я бы, Мы за эфиром я хочу, часа 3 болтали. Да, Тут еще еще. растянуть эфир, чтобы поговорить с вами, узнать еще какие-нибудь секретики, советики, лайфхаки. Мне очень, кстати, понравились советы относительно молодежи. Да, не расхолаживайтесь. И не распыляйтесь постоянно. Не распыляйтесь, да. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам самого крепкого здоровья, энергии. Спасибо, Вот эта спасибо. энергия, она у вас Спасибо. неиссякаемая. И глаза у вас, Владимир Леонидович, такие красивые глаза. Ну, спасибо вам большое. Вам спасибо за Всем настроение, коллегам, которое да. сегодня нам Вы подарили. удивительные. Вот. Я говорю, я всегда говорю, когда люди, работающие с людьми, выступая, готовя программы, это настолько ответственно. Вот представьте, всю жизнь с рождения как-то получилось. Меня обычно избирали. То я еду в академию, я старшина курса, хотя по возрасту нет. Затем, по сути, с пацанами верховодил. Мы здесь как... А вот далее, получается, я начальник политотдела. Это намного выше, чем командир дивизии. То есть мы отвечали и за боевую политическую, и за воспитание людей. И каждая беда в подразделении... Я просто приведу маленький пример. Оставался я за командира дивизии в Монголии, значит, какое-то время. А такая практика была. Политработники, они вставали или командирами полками, или командирами дивизии. Остался за командира дивизии. Утром, значит, в 6 часов я по полкам, у нас были полки. Значит, они... Что такое Монголия? Это плюс-минус 50. Это топка этих, значит, казарм, они примитивные, дровами топят. И, значит, звоню, и, значит, там по телефону мне 272-й гвардейский полк, дежурный по роте, сержант должен быть. А там, значит, оказался Дневальный. Я поднимаю трубочку, он говорит: Дневальный все дежурного Туртубеком слушает. Я говорю: сынок, какая температура в казарме? Товарищ полковник, температура 5 градусов. Я говорю: что 5 градусов? Тепла, холодно. Нет, 5 градусов жары. Владимир Леонидович, пожалуйста, напишите книгу. Вас безумно интересно слушать, читать, я тоже уверена. Вот, настолько я бы вам порассказал, конечно. Приехали в Германию, я лейтенант. И вот с чего, я думаю, начал. Но одно дело, что нас командир полка использовал сразу, кто стрелял, мы там все, с солдатами начали, смотрят, стрельба хорошая, руки уверенные. И нас он собрал 10 человек и сделал из нас охотников. Мы купили ружье. Каждое воскресенье ездили на охоту. Не по мертвым, значит, движущим мишени, а по живым. Но не для мяса ради, а для целостности. И мы буквально через 1,5 года стали чемпионами. Наш полк, значит, стал чемпионом группы войск Германии. Я говорю, это удивительно. А потом, когда был я ординарцем, уже лейтенантом, я своего командира Гришина, это вот племянник Гришина, московского секретаря, он, по сути дела, меня брал везде. Я его возил к девушкам, значит, на машине. Значит, садился в танк, крутил. То есть я сразу, через год у меня был, значит, и там 1 класс по вождению, все. Слушайте, история у вас прям вот одна за другой. У нас времени, к сожалению, нет. Человек-легенда, не побоюсь этого слова, полковник в отставке, председатель комитета ветеранов Республики Башкортостан Владимир Попов был сегодня вместе с нами. Вас еще раз с юбилеем.